أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги Мухаммада Асхат аль-Ирбили «Канзуль Гирфан», в котором собраны 1001 хадис. Продолжаем чтение тех глав, в которых описывается достоинство, превосходство его праведных халифов, его сахабов, его домочадцев. Глава о достоинстве Хасана и Хусейна, то есть его внуков. Баб ма джаа фи фазлил Хасани валь Хусейн. Мухаммад ﷺ говорит: «Атани малакун, фасаллама алейя назаля мина самаи, лам янзил قبلها فبشرني أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». Мухаммад ﷺ говорит, что ко мне снизошел ангел, который прежде не сходил ни на кого, и обрадовал меня той вестью, что мои два внука, Хасан и Хусейн, будут предводителями юношей в раю, и что моя дочь Фатима будет предводительницей всех женщин в раю. То есть Мухаммад ﷺ здесь объясняет, что самые близкие из тех моих домочадцев – это мои внуки, и Аллах Субхану ва Тааля уже их обрадовал раем и возвестил о том, что они будут предводителями всех юношей в раю. Действительно, это два красавца, на которых сахабы смотрели и видели в них, в обоих, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это были с детства мудрейшие, как был такой случай, когда один из сахабов неправильно брал тахарат, и они были мальчишками, и он был пожилой, и в это время им захотелось подправить. Они увидели, что он неправильно берет тахарат. И они посоветовались между собой и нашли такой подход, чтобы не обидеть этого сахабу. Сказали: «О, уважаемый, посмотри, пожалуйста, на нас, правильно ли мы берем тахарат, правильно ли мы совершаем омовение». И начали совершать омовение. А этот человек тоже был мудрый, и он увидел, что есть некоторые вещи, которые он пропускал. И он говорит: только внуки превосходного нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, могут так мудро объяснить человеческие недостатки. И исправил то, что у него было как недостатки. То есть он совершил омовение так, как было уже положено. И этот случай, когда они еще были маленькими детьми, показывает то, что они уже были как-то благородного состояния. И Аллах Субхану ва Тааля передал им уже в детском возрасте некоторое количество знаний, достаточно больших знаний и мудрости. «Ахаббу ахлил бейти иляя аль-Хасану валь-Хусейн». Из-за этого Мухаммад ﷺ говорит, что самые любимые из всех моих домочадцев – это мои внуки Хасан и Хусейн. И всегда он сажал их перед собой, целовал их, играл с ними. И даже если они во время намаза поднимались, карабкались на его спину и как бы мешали ему читать намаз, он ждал, пока они не сойдут с его спины, и ждал в это время в земном поклоне, в саджда. То есть он очень уважал и любил своих внуков. Из-за этого говорит: ахаббу ахли бейти. Самые любимые из моих домочадцев, а это Хасан и Хусейн. «Инна абни хада саидун, ва ла'аля Аллаху ан юслиха бихи байна фиатайни газиматайни миналь муслимин». Среди моих родственников, из моих детей, а в частности Хасан, радийаллаху тааля анха, он затушит ту фитну, которая возникнет между мусульманами
И благодаря ему будет уничтожена вот эта фитна и остановлено кровопролитие. После смерти Хазрати Али, радиаллаху та'аля анха, Хасан ибн Али ибн Абу Талиб, он взял на себя управление государством. Ему присягнули, сказали, что ты будешь халифом. И он сказал, да, я некоторое время буду продолжать, потому что Мухаммад ﷺ сказал, что после меня 4 моих халифа продолжат ровно 30 лет. То, что они будут халифами. После этого халифы исчезнут, и появятся цари и правители. И после смерти Хазрати Али, радиаллаху та'аля анха, Хазрати Хасан, радиаллаху анху, взял на себя эту ношу, и в течение 6 месяцев он правил мусульманами. И когда настало время, и когда он увидел, что Муавия, Абу Суфьян и некоторые сахабы, большое количество сахабов, тоже перешли на его сторону и начали требовать, что нужно переизбрать халифа, он сказал, что я присягаю Муавии ибн Абу Суфьян, так как теперь он стал халифом, потому что я исполнил то пророчество моего деда Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, где он говорил, что халифы будут править после меня, хилафат будет ровно 30 лет. Я закончил эту цифру, то есть 30 лет исполнилось, теперь я передаю все то, что принадлежит мусульманам, халифу Муавии, и присягаю ему. И таким образом, когда между мусульманами возникла фитна, и они стали войсками друг против друга, он утихомирил и затушил эту фитну. Вот об этом Мухаммад ﷺ предупреждал. Это говорится Тирмизи, в сборнике хадисов Тирмизи Сунан. من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. Кто полюбил Хасана и Хусейна, моих внуков, тот полюбил меня, говорит Мухаммад ﷺ. И кто возненавидел моих внуков Хасана и Хусейна, радиаллаху анхума, тот возненавидел и меня и стал моим врагом, говорит Мухаммад ﷺ. Сегодня в современном мире, когда очень много информации и очень много невежества, появились такие люди, говоря, что Хасан, Хусейн, радиаллаху анхума, Хазрати Али, каррамаллаху ваджаху, Фатимату Захра, радиаллаху та'аля анха, вот эти родственники Ахль Байт, это все измышления шиитов. И к суннитам вот такие вещи отношения не имеют. Астагфируллах. Это самые любимые из домочадцев пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И до сегодняшнего дня они продолжают род Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в виде сеидов и шарифов. И благодаря мольбам, дуа, которых мы живем сегодня как мусульмане до судного дня. Это их мольба прежде всего воспринимается, потому что в них течет благородная кровь и благородная душа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А то, что некоторые, скажем, из шиитов, из крайних шиитов, или некоторые те, которые ахлюль бидгат, которые не понимают смыслов хадисов или не знают историю ислама, когда они говорят, начинают разделять, что Ахль Байт это только мы, или Ахль Байт это только они, и к нам этого отношения не имеет, или считают себя превосходными из-за того, что думая, дескать, что они действительно продолжатели рода Мухаммада, Ахль Байт это только шиа или другие, то они ошибаются. Хазрати Али, Хазрати Фатима, Хазрати Хасан, Аль-Хусейн, Салман аль-Фариси и все сахабы, это все, они принадлежат всем мусульманам. И мы их должны уважать, и ни в коем случае мы не должны их
ругать или что-то, или как-то оскорблять. Если получится, что мы оскорбим кого-то из них, то значит мы оскорбляем Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И если мы оскорбим Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то получается, что мы ему не подчиняемся. Если мы ему не подчиняемся, то получается, что так мы перечим аяту Корана, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ман атаа расуль факата атаани». То есть, кто подчиняется Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он подчинился мне, он мой любимец. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит поэтому еще в одном своем хадисе «Ман ахаббал хасана валь хусейна факад ахаббани». То есть, кто полюбил моих внуков Хасана и Хусейна, тот полюбил меня. Тот полюбил меня. Величайшие люди своей эпохи и величайшие трагедии в истории мусульман – отравление прекраснейшего внука, наикрасивейшего по сравнению несравнимому ни с кем. Невозможно было сравнить его красоту, который был очень похож на своего дедушку Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Хасана. Его отравили по наущению тех шайтанов, тех противников ислама, желая внести смуту между мусульманами. И убийство теми же врагами, противниками ислама, из среди воинов, войска Язида, ибн Муавии, для того, чтобы, которые убили 72 человека, безоружных человека во главе с Хусейном, младшим внуком пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, желая тем самым посеять смуту и разрушить единство мусульман. Это величайшая трагедия. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в следующих своих высказываниях про свою дочь также говорит, это дочь его Фатима, единственная оставшаяся живая, и единственная, по которой продолжается, через которую продолжается род пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его любимая, наилюбимейшая дочь Фатима Туз-Захра, это мать вот этих двух его внуков. И про нее Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что «Ахаббу ахли илайя Фатимату». Из моих дочерей самая моя любимица, любимая дочка, это Фатима, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. «Фатимату бидату минни, фаман агдабаха агдабани». Фатима – кусочек моей души и плоти, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Моя кровиночка. И кто ненавидит ее, и кто оскорбляет ее, тот ненавидит меня и оскорбляет меня, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Фатима Туз-Захра пережила такие вещи, что другим невозможно даже пережить. Она вместе с отцом, со своим отцом, видела все оскорбления, почувствовала на себе все оскорбления и унижения со стороны неверующих и со стороны противников ислама. Фатимату саидату нисаи ахлил джаннати илля Марьям. То есть Фатима – предводительница всех женщин в раю, плюс к Марьяму, матери Иисы. То есть они несколько женщин, которые будут пребывать в раю, и те женщины, которые действительно восхвалены в Коране и восхвалены Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, это Фатима Туз-Захра, Хадиджа Аль-Кубра, ради Аллаху та'аля анхума. После этого Асия, жена Фирауна, и после этого Марьям, мать Иисы, алейхиссалям. Аллах Субхану ва Тааля ниспослал нам эту религию и сделал так, что мы принадлежим умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и мы должны всегда чтить его род, его благословенный род, и должны любить всех. Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь, и его 4 праведных халифов, и его семью, и не должны присваивать себе, говоря, что только мы
сторонники и только мы приверженцы семьи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все мусульмане имеют право любить Аллаха, его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его благородную семью и благородный род. Да не спошлет Аллах, субхану ва тааля, на нас всю свою милость и благодать и поведет путем праведных, путем тех, которых облагодетельствовал, и сделает нас счастливыми в этом мире и будущем. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.